Слово предоставляется представителю ответчика Маргарита Насырхановна Сапиянова. Спасибо. Уважаемый суд, по поводу ходатайства Общественного объединения Союза водителей хотелось бы отметить следующее. Согласно части 3 статьи 98 Конституции Кыргызской Республики, Пленум Верховного Суда дает разъяснения по вопросам судебной практики, которые обязательны для всех судов и судей Кыргызской Республики. Данная конституционная норма также закреплена в Конституционном законе Кыргызской Республики о Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах. Верховный суд изучает, обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и дает руководящие разъяснения судам по вопросам применения законодательства, которые принимаются Пленумом Верховного суда. Хотелось бы отметить, что основной целью Пленума является формирование единообразной судебной практики, основанной на нормах закона. При этом постановления Пленума Верховного Суда по вопросам судебной практики обязательны только для судов, тогда как нормы права, правовая норма, являются общеобязательными правилами поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. Следует особо отметить, что виды НПА и нормотворческие органы перечислены в статьях... Маргарита Насырхановна, я вас остановлю и вот скажу почему, да? Этот вопрос решен на другом заседании. Вопрос принятия или отказа в принятии по поводу вообще сейчас нормативности этого. Этот вопрос решенный уже. Этот вопрос прошел. По результатам этого заседания принято постановление. Сейчас мы будем рассматривать дело только по существу. И, пожалуйста, я прошу вас, ваше выступление сосредоточить на этом. Хорошо. Хотелось бы, вот именно отмечая то, что рассматриваемое постановление, норма постановления Пленума Верховного Суда, поскольку постановление Пленума не является нормативно-правовым актом и не может служить предметом рассмотрения в Конституционном суде, мы просили прекратить производство по делу, такое основание имеется в законе, в Конституционном законе о Конституционном суде Кыргызской Республики. И по существу вопроса, как уже здесь объяснили, данное постановление Пленума является обязательным для всех судов и судей Кыргызской Республики при рассмотрении дела. Они основаны на законе. То есть, если в законе чего-либо не написано, то мы не можем его закладывать в постановлении Пленума. И если, допустим, как до этого сказали, насколько это будет корректным, то, что манипулирует мерия, да, то есть нашим постановлением, это, мы считаем неправильным, поскольку здесь они выносят решение об отказе, решения комиссии, которые не обжалуются в суде, они дальше были вынести решение уполномоченного органа, которое как ненормативно-правовой акт можно было оспорить в суде, а если в данном случае они каким-то образом отказываются или не выносят, или оставляют вообще без внимания, то можно было бы в суд обжаловать бездействие этого органа и потребовать, чтобы вынесли такое решение, чтобы потом можно было в суде его дать оценку. И, соответственно, вот это решение, которое отказали, да, в принятии иска, можно было его изучить как доказательственную базу. То есть они должны были его привести как доказательственную базу. У вас все? Да.